Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 10 апреля, на понедельник. Мы с вами смотрим понедельник на колоде пассианс, смотрим все знаки зодиака по очереди, от Овна до Рыбок. Но я смотрю в двух частях, будет 2 части по 6 видео. Начинаем с Овнов. 10 апреля, понедельник, события дня. Покажите мне, что будет у Овнов. Цветок, исполнение желания у вас может быть. Так, сейчас, секундочку. Не взяла. Камешки не взяла. Так, исполнение желания. Общение с другом, подружкой. Деловая встреча. Обман, маска. Видите, есть тут для вас даже предупреждение. И змея есть. То есть змея — это человек, которого нужно опасаться. Так, сейчас еще посмотрим горизонтали, вертикали. Подарочек. День рождения же у вас, Овны, 10 апреля. У кого день рождения выпадает, я вас поздравляю. Видите, показывают, вот у вас подарочек. Нерешенный вопрос еще есть. Цепь. Цыпленок нельзя. И здесь нет. Получается, что получается? Получается исполнение желания, общение с друзьями, деловая встреча, подарок, нерешенный вопрос, но он не решится. Видите, если он выпал, показывает, что не получается. То есть нужны ножницы. А ножницы не совпали. Значит, дальше. И еще может быть обман и общение со змеей. То есть, возможно, вот эта змея вас обманет. Надо быть вам предельно осторожными. Может быть, на деловой встрече. Да, то есть, видите, они в один ряд выпали. Так что вот такая информация с предупреждением для вас на понедельник. Благодарю за внимание. Еще и карточка убежала. Перехожу дальше к тельцам. Сейчас смотрим дальше. Тельцы. Десятое апреля. События дня для тельцов. Покажите мне, пожалуйста. Понедельник. Кровать. Кровать — это интимная связь, но если выпадает первым или последним событием, может еще показывать нежелание, да, то есть, например, утром вставать. Неприятность. Якорь. Смотрите, какая неприятность по якорю, да, то есть остановка, точка, фиксация. То есть, возможно, неприятность вас как-то вот задержит. Лебедь, верность. Гостю нельзя.
Пустые разговоры. И еще есть печаль. Да, то есть вас очень сильно расстроит. Но я думаю, что это вот эта ситуация, неприятность. Проверяем с вами горизонтали, вертикали. Строго. Строго горизонтали. Нет. И строго вертикали. Сердце есть. Два сердца. Это любовь. Ну, здесь нет. Значит, у вас получается в этот день, смотрите, в личной жизни все прекрасно, да, то есть любовь, верность, интимная связь. Если личной жизни нет, возможно, она может появиться в этот день. Дальше пустые разговоры могут быть с кем-то. И из минуса показывает, что может быть неприятность, разочарование, да, из-за этого. И якорь, остановка, фиксация. То есть вот эта неприятность, она вас как-то задержит, остановит, не даст вам двигаться, не знаю, получить то, что вы хотите. То есть тут вот сложно сказать точнее. Ну, по якорю, знаете, это как корабль, да, то есть корабль перестанет двигаться из-за якоря ваш. Вот такая вот информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Близнецы. Десятое апреля, понедельник, события дня. Череп. Болезнь, плохое самочувствие, посещение медучреждения. Рыба. Скользкое дело. То есть это какая-то хитрость, обман, мошенничество. Может с болезнью, смотрите, быть в этот день, если вы будете кушать рыбу, да, то есть возможно быть плохое самочувствие. Как-то быть связано с рыбными продуктами, с морепродуктами. И неприятность, видите, выпадает. Да, то есть рыба доставит неприятности. То есть тут либо рыба, либо какие-то мошенники доставят неприятности. А это может быть просто плохое самочувствие, да, то есть из-за того, что будете переживать из-за этой ситуации, будете себя потом плохо чувствовать. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Яблоко, слезы. Какой-то у вас такой, знаете, день не очень хороший получается, понедельник. Здесь нет, то есть 4 события и 4, да, то есть негативные. Ну, кроме болезни иногда просто показывают, мы занимаемся здоровьем. То есть однозначно тема здоровья и медицины будет. Неприятность какая-то, связанная с мошенниками. Да, то есть мошенники, какие-то заманчивые предложения еще показывает рыба. И яблоко это тоже у нас, да, то есть яблоко это запретный плод. То есть мне хочется взять то, что нельзя. Да, то есть вот мне предлагают, я соглашаюсь, попадаю, да, в какие-то неприятные истории. И в итоге слезы. То есть для вас этот прогноз как предупреждение, чтобы в понедельник вы, да, во что-то вот не вляпались, что называется. И, возможно, вам удастся избежать каких-то неприятностей. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к ракам. Смотрим раки.
Понедельник. Гости, чашка чая. Конверт. Получение информации, посылки, получение приглашения, может быть, приглашение в гости. Получение документа какого-то. Деловая встреча. Приглашение на встречу. Возможно, встреча будет где-то за чашкой чая. То есть иногда это не гости, а просто вот мы с кем-то по работе встречаемся, чая попили, с подружкой встретились, чая попили. Якорь. Якорь – это остановка, фиксация, стабилизация. Ну, сейчас посмотрим. Если событие не выпадет, то, возможно, вот вторая половина дня как-то у вас будет такая не очень активная. Печаль есть. Ну, похоже, что у вас вот эта остановка, видите, как-то она расстраивает. Так, проверяем горизонтали, вертикали. Строго горизонтали и строго вертикали. Диагоналями нельзя. Кто новенький, кто не знает. Смотрите, есть казенный дом еще. Это посещение госучреждения. То есть в госучреждении, возможно, получите какой-то документ. Также есть еще... Приходит весть, информация какая-то. Часто это в электронном виде, молния, да, то есть смс, письмо на почту. Возможно, вот эта информация, которая придет, может вас расстроить. Ведь выпадает рядом печаль и новость. Так, а здесь нет. Получается, в этот день посещение госучреждения, получение какого-то документа, либо новости, деловая встреча, гости, якорь, остановка, фиксация, новость электронная, да, смс-ка, либо письмо на почту и какая-то вот негативная, потому что показывает, что у вас есть печаль. Хотя они могут отдельно проиграться, то есть это сама по себе придет какая-то информация, но расстроит вас что-то другое. Поэтому лучше, конечно, рассматривать отдельно, не объединять. Ну вот. Такой денек у вас, раки, в понедельник. То есть что-то может расстроить. Благодарю за внимание. Перехожу к львам. Левушки, смотрим. Десятое апреля. Понедельник. События дня для львов. Покажите мне, пожалуйста. Интимная связь, кровать. Ну или нежелание с утра, да, рано просыпаться, не хочется вставать. Не хотят больше вам ничего показывать. Есть корона, еще есть. Корона – это общение с каким-то представителем закона, власти, с представителем госструктуры какой-нибудь. Так, сейчас посмотрим горизонтали, вертикали. Да, смотрите, есть еще любовь. Два сердца.
Проверяем строго. Видите, строго по горизонтали и строго по вертикали. Нет. Здесь нет, 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 нет. Подарочек есть. Подарочек есть, только надо перестановку делать. Подарок. И здесь нет. Получается, у вас 4 события. Показывает, что у вас будет все хорошо в личной жизни, любовь, интимная связь. Если ее нет в этой личной жизни, то она может появиться в этот день. Также показывает, что вы получите какой-то подарочек, и у вас будет общение с каким-то таким, знаете, очень влиятельным и серьезным человеком еще в этот день. Ну, больше ничего. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к девам. Смотрим. Девы. 10 апреля, понедельник. События дня для дев. Первое событие и печаль сразу. Шарики нельзя. Деловая встреча. Вот, возможно, вы расстроены будете этой встречей. То есть, может быть, она пройдет не так, как вы хотели. Результат, да, будет другим. Ну вот, могут вместе проиграться. Удача. Интимная связь, кровать. По горизонтали есть конверт. Конверт — это получение. То есть вы можете получить какую-то информацию или документ, или посылку. Опять же, видите, рядом получается печаль. То есть, возможно, вот это получение может вас расстроить. Бокал нельзя. Здесь нет. Значит, у вас получается 5 событий. Первое. Что-то вас очень сильно расстроит, очень сильно в этот день. Что именно, я вам не могу сказать, потому что рядом выпала и встреча, и конверт, да, то есть или это, а может быть вообще что-то третье. То есть вы чем-то будете расстроены с утра. Дальше у вас может быть встреча, у вас может быть получение чего-то, удача, но она, видите, больше во второй как бы половине дня уже включится. Удача и интимная связь, кровать. Вот такие события для вас, девы, на понедельник. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам, а знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я всегда оставляю для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, смотрите. Да, вот находите свой знак по тайм-коду и смотрите. Жду вас во второй части.